Откуда? Ну, это было смешно. Только такие нормальные давай. Нормально дала? Татьяна. Я бы хотела уметь читать мысли других. Это интересно. Я могу вполне обойтись без соцсетей. Нет времени, элементарно, потому что ты поглощена в учебу, в работу, в какие-то домашние дела. Я понимаю то, что в конце дня, даже если ты какую-то информацию не прочел о своих друзьях, подписчиках, как бы это ничего страшного. Но в отпуске, конечно, это все как-то, знаете, когда у тебя есть больше свободного времени, можно зависнуть на 3 часа. Я думаю, что в совокупности и то, и другое. Разум ошибается, бывает такое, и думаешь, вот надо было послушать сердце, вот я вот хотела так, но разум сказал по-другому, бывает такое. Но я стараюсь как-то находить 50 на 50, все-таки прислушиваться и туда, и туда. Но если на меня посмотреть со стороны, я всегда погружена в работу. И когда наступает какой-нибудь веселый момент, компания, как бы я начинаю как-то инициативу брать на себя. Для многих это может быть шоком. Я могу сидеть на бирже, то есть следить за ростом золота, как прирост, упадок, как бы я за этим слежу. И еще как бы я готовлю. Коронная, я неплохо леплю манты. Ну, если честно, я ненавижу ложь, когда люди лгут, и, я думаю, предательство. То, что когда тебя предают, все-таки это не очень приятно. У меня есть друзья, для которых, например, ложь может быть 1 раз, 2 раза, 3 раза, а у меня 1 раз. Из бытовых. Нет, кстати, разбросанные носки, я нормально к этому отношусь, если честно. Нормально, спокойно.